с вами открытый урок, проведем практическое занятие по КТП, по плану практическая работа номер 6 по теме расчет и конструирование ленточных железобетонных конструкций. Перед тем, как, значит, структура будет такая. Сейчас мы повторим ранее изученный материал. Затем, значит, мы с вами, я объясню цель и задачи нашего урока, как вы должны выполнить практическую работу, потому что она у нас сложная. Вот, и потом сама практическая работа и домашнее задание. Ну, в принципе, как обычно, вы знаете, значит. Расчет и конструирование ленточного железобетонного фундамента. Пока вы ничего не пишите. Так, значит, цель урока, ну, выполнить расчет, разобраться в расчете, выполнить расчет и конструирование. Так, ну давайте повторим изученный материал. Значит, мы с вами изучаем с вами раздел железобетонной конструкции. Так, мы с вами уже изучили, значит, колонны железобетонные, расчеты конструирования, да, железобетонной колонны, потом балки, железобетонные балки. Значит, давайте повторим. Первый вопрос. Что называется фундаментом? Его назначение. Давайте, кто ответит? Ну, Мадина первая вроде бы подняла. Фундамент – это часть здания, которая воспринимает все вышележащие конструкции, вес вышележащей конструкции. Его назначение, оно воспринимает все нагрузки вышележащих конструкций. И воспринимает фундамент все нагрузки. И что делать с ними дальше? Передает на грунт, на основание, правильно. Так, следующий вопрос. Назвать конструктивные схемы фундамента. Вот видите, основные схемы фундамента. Мы с вами уже начали изучать общее положение фундамента, виды фундамента. Вот назовите конструктивные схемы. Как они называются? Ну, Маша, мне не видно, только видно. Ленточный фундамент, потом идет столбчатый, потом сплошной и свайный. Свайный фундамент. Ну, правильно, в принципе, свайный фундамент, он здесь объединен чем? Вот эта вот конструкция, как называется? Ростверком. Железобетонным ростверком. Хорошо. Следующий вопрос нам нужно быстренько повторить. У нас с вами 15 минут отведено на повторение. Так, дать понятие расчетной глубине промерзания грунта. Назвать глубину промерзания в городе Актубе и других городах Республики Казахстан. И особенность при проектировании. Ну, давайте по порядку. Аян, давайте, на какой вопрос? Первый. Дать понятие расчетной глубине промерзания. Глубина промерзания – это глубина, на котором промерзает грунт. Назвать глубину промерзания в городе Актубе и других городах Республики Казахстан. Если не ошибаюсь, по действующим нормативам СНИП глубина промерзания начинается от 100 сантиметров и идет до 220 сантиметров. Глубина промерзания у нас в городе Актубе начинается от 180 и от местности зависит. От местности зависит. У нас, да, 180 сантиметров, да, 1,80 м. Ну, а в других городах Казахстана, в Алмате, в Нур-Султане. Потому что 220. Что? 220 сантиметров. 220, даже больше там, да? 2,5 метра даже есть, потому что там холодный регион. Ну, где-то так, да. Так, и особенность при проектировании фундамента, вот как при, значит, сочетании глубины промерзания грунта. Какая особенность? Какую глубину нужно брать? Вот дом строишь, например, частный, какая там есть особенность? Например, если глубина промерзания в городе Актубе 180 сантиметров, то мы берем от 180 и больше. Нет, немножко не понял. Например, если частный дом, полы теплые, утепленные полы, например, да, с подогревом, Да. то глубина промерзания у нас что делается? Мы ее, ну как, увеличиваем или уменьшаем? Уменьшаем. Уменьшаем, а ты сказал наоборот. Уменьшаем, конечно, на сколько процентов можно уменьшить? На 20-30.
Ну, на 20-25% можно уменьшить глубину промерзания, потому что грунт будет теплый, и глубина промерзания будет меньше, вот именно над вашим домом, потому что там же отмостка есть еще. Хорошо, садитесь. Так, теперь такой вопрос, немножко сложный, конечно. Как армируют железобетонные конструкции? Оружак? Давайте выходите, наверное, тут нужно показать. Давайте я вам указку дам. Как армируют железобетонные конструкции. Железобетонные колонны, да, я здесь прочитала, не вижу. Колонны. Он состоит из хомутов, которые связываются с проволокой или заточивают с крючком вот они, колодки. Так, сетки и стержни. Стержни. Сколько стержней? Вот посмотри на черный рисунок. Хорошо виден на верхний черный рисунок. Ну и там тоже. 4 стержня. Как эти стержни называются? 4 главных стержня. Вот на этом, вот здесь, вот смотрите. 4. Вот на этом черном рисунке хотела показать. 4 стержня вы видите, да? Как они называются? Рабочая арматура, правильно. В нижней части колонны, как эта нижняя часть колонны именно называется? Ну, верхняя часть колонны и нижняя. Нижняя как называется? Вот это. Верхняя, да, как называется часть колонны? Ну, нижняя часть как называется? Оголовок, верхняя часть. Забыла, да? Вы же знаете, оголовок. Оголовок чем армируется? Бетон. Армируется. Это что? Вот позиция 1, это что? Армируется. Сетками. Сетками. Правильно, сетки устраивают через сколько сантиметров или миллиметров? Плита, верхний слой, замораживается. Основное проявление этого процесса видны весной. У стороны дома, обращенной на юг, вот с этой стороны, днем постоянно тепло, и снег тает, да, подтаивает. Вот с правой стороны мы видим, что снег лежит еще кругом, а с левой стороны есть такое явление, что снег тает с крыши, тает, земля появляется уже, да? Вот. Снеговой покров растаял, а грунт увлажнился весенней капелью. Темный грунт хорошо поглощает солнечные лучи и прогревается. И вот этот замерзший слой, промерзающий слой, он прогревается, и там образуются льдинки, лед, вода образуется. Так, а звездную ночь, ну тут, конечно, уже написано так, это поэтично, звездную просто ночь, да, ранней весной особенно холодно, и грунт под крышей опять промерзает. То есть здесь же снега нет, растаяло, а когда холод, именно этот холод идет через это место. Куда идет? Прямо идет под фундамент. Вот, и вопрос, значит, идет под фундамент, значит, и в доме появляются трещины. Вот вопрос, почему вот эти, видите, трещины начинают появляться? Это же из года в год происходит. Год за годом, потихоньку, сначала и незаметно, а потом раз, и трещины. Вопрос, почему разрушение фундамента у данного дома, вот, особенно вот с левой стороны, получается, на картинке, неизбежно? И как можно спасти дом? Что здесь происходит с фундаментом? Одна Маша поднимает руку. Ну давайте, Маша. Мне кажется, чтобы избежать, нужно в летнее время дополнить камнями, чтобы оно было одного, чтобы оно было одного уровня с промерзанием грунта. То есть, вот смотрите, да, они как не одного уровня, здесь, например, фундамент нужно углубить, но вообще, конечно, если делать, то везде по периметру нужно сделать подкоп, и фундамент нужно углубить, конечно. Чтобы вот с левой стороны видно, что фундамент ниже промерзания уровня грунта. Грунт дышит, с правой стороны не трогает фундамент. А с левой стороны, видите, глубина промерзания ниже, и когда, значит, летом тут, весной, вернее, тут днем растаяло, а ночью, получается, грунт замерз, и он начинает
вспучиваться, выпучивать. И сам выпучивается, вспучивается, и фундамент вспучивается. И поэтому здесь появляется трещина. Конечно, здесь нужно что делать? Делать подкоп. Ну, конечно, филетом делается, правильно? Зимой же не будешь. И бетонировать каркас. Есть домкраты такие специальные, которые дом могут даже поднять. Ну, вот, например, с одной стороны. Часть подняли, углубили, сделали опалубку, бетон туда залили. Снять опалубку следующий. И вот таким образом спасти дом нужно. Старых домов же много у нас, да? Не всегда есть возможность снести, построить новый дом. Еще вот если сделать, укрепить фундамент, и такой дом послужит еще долго. Садитесь, Маша, спасибо. Быстренько по вопросам. Арматурные сетки в подошву сборных фундаментов ставятся защитным слоем бетона. Мы с вами уже говорили, защитным слоем бетона. Сколько миллиметров? Сколько? Иман? 30 миллиметров. Ну, D, да? Ответ D. Говорите ответ D. Хорошо. Дальше следующий. Так, нагрузки, учитываемые при расчете оснований по деформации. Маша? Ответ. То есть все вышеперечисленные от собственного веса и постоянные. Временные не учитывается, а кранов тоже не учитывается. Так, дальше. Дом является воплощением индивидуальности и результатом работы своих хозяев. То есть мы сами планируем, значит, свой дом, проектируем свой дом, хотим видеть его каким-то особенным. Вот, например, план индивидуального дома готов. Индивидуальное строительство у нас сейчас очень развито. Значит, многие хотят жить на своей земле, в своем доме, покупают землю, строят свой дом по своему плану, да? На основании физических и механических свойств грунтового основания производится выбор типа фундамента. Мы с вами выбрали, вот под жилой частный дом в основном устраивается фундамент монолитный, ленточный, железобетонный. Значит, для частного строительства его выполняет расчет по упрощенному варианту. Значит, сейчас вы получите практическую работу и будете ее выполнять. Вот исходные данные. Значит, ваш фундамент будет иметь следующие размеры. Глубина заложения будет вам известна. Это исходные данные, от которых вы будете выполнять расчет. Значит, протяженность будет определяться по плану. Например, 30 метров. Вы сейчас каждый получите вот такой план дома, план здания. У каждого будет свой план. Вот их много, у каждого будет индивидуальный дом. Значит, вы должны будете посчитать по периметру и внутренние несущие стены. Вы уже определяете несущие стены, отличаете от перегородок. Правильно? Третий курс. Вот вы посчитаете длину всех стен. Длина всех стен, она равна длине фундаментов, ленточных фундаментов, несущих. Вот, дальше. Вид грунта. Вид грунта, значит, вам тоже будет дан. Да. А ширину фундамента, вот что вам необходимо найти, это ширину вот этого фундамента, определить ширину фундамента, а потом сконструировать каркас. Вот. Значит, фундамент делается монолитный, вот он армированный, вот он фундамент. Значит, так, дальше. Так, вам, значит,